Все получилось очень демонстративно. Всего через 2 дня после многотысячных протестов женщин по всему миру Трамп в исключительно мужской кампании подписывает закон, против которого в том числе женщины протестовали. В чем же суть указа? Американское финансирование получают сотни международных организаций. На эти деньги они консультируют женщин в беднейших странах мира с высокой материнской и детской смертностью и помогают им в крайних случаях делать аборты. Указ, подписанный Трампом, запрещает тратить деньги из бюджета на подобные цели. Президент достаточно четко обозначил, что он за жизнь. Он готов отстаивать каждого американца, включая тех, кто еще не рожден. А деньги налогоплательщиков не должны тратиться за границей на действия, которые противоречат ценностям президента. Обвинения на Трампа посыпались со всех сторон. Больше всего, конечно, досталось новому президенту от тех самых некоммерческих фондов, которые лишились денег. Вот цитата из официального заявления одной из крупнейших в США медицинских организаций. Одно из первых действий Трампа объединяет в себе 2 его любимых приема – закрывать рот любому, кто с ним не согласен, и подавлять женщин. Этим шагом Дональд Трамп превратил свою антиженскую риторику в политику и усложнил женщинам и семьям во всем мире доступ к жизненно важной части охраны здоровья. Он оправдывает худшие опасения. Но мог ли Трамп не подписывать запрет на госфинансирование абортов за рубежом? На самом деле, первым подобный запрет подписал еще президент-республиканец Рональд Рейган в 1984 году. После этого каждый новый президент-демократ запрет снимал, а республиканец вводил вновь. Причем делалось это всегда в один и тот же день, 23 января. Коллеги по партии просто не поняли бы Дональда Трампа, не подпиши он запрет в первые же дни своего президентства. Другое дело, что Трамп запрет заметно ужесточил, а в будущем может пересмотреть закон об абортах в самих США и почти полностью их запретить. Он даже грозил ввести наказание для женщин, прерывающих беременность. Последствия такой политики американского лидера могут в полной мере ощутить и многие другие страны, в частности Россия. Это будет восприниматься как сигналы, как знаки. Еще вопрос в том, как к этому отнесется, допустим, американское общество или часть американского общества. Мы уже видим, что они протестуют буквально с первого дня, буквально с инаугурацией. Это вопрос. Но российская элита понимает это как бонус, как приглашение, действительно как приглашение к консервации. В декабре 2016-го правительство России ужесточило контроль за проведением абортов. Звучали голоса и о полном их запрете. Теперь в России и не только может начаться новая волна законодательных запретов. В октябре 2016 года в Польше был введен почти полный запрет на аборты. Это спровоцировало массовые акции протеста. Тогда польский закон казался случайностью, в Европе его открыто критиковали. Теперь, после того, как в дело вступили в США, многие европейские политики, возможно, воспримут это как сигнал к действию.